я думаю, что мы слабое звено. Основными триггерными точками будет Кыргызстан. Март-апрель следующего года будет очень горячим. Я думаю, что мы находимся сейчас в большом геополитическом проекте, и после Южного Кавказа, хотя еще как бы там не закончена схватка, я думаю, очередь в Центральной Азии. И самым слабым звеном Центральной Азии является Кыргызстан. И видите, у нас выборы 10 января, поэтому уже есть как бы тоже некоторые признаки. Вот, например, скажем, распространилось видео о том, что на юге нашей республики салафиты призывают к тому, чтобы дестабилизировать фактически обстановку. Понимаете, таким образом вот эти вылазки салафитские, попытка разжечь межрелигиозный конфликт, тем более, смотрите, на Кавказе, он как бы уже пытается свернуть конфликт на то, что противостояние христиан, понятно, христиане это армяне, грузины, греки, православные русские и мусульман. Это один как бы пласт, один слой. И второй слой межэтнический. Межэтнический это значит между армянами и азербайджанцами. Это, конечно, сразу отражается на ситуацию у нас в Кыргызстане, например. У нас есть и армянская диаспора, и азербайджанская диаспора. Слава Богу, они мирно уживались, и не было особых эксцессов. В Казахстане уже очень сильные настроения поддержки Азербайджана. И в других республиках это все сказывается. Понимаете? Поэтому нас пытаются загнать именно в рамки вот именно этнической идентичности, религиозной идентичности. И таким образом как бы проектировать ситуацию. Поэтому я думаю, что мы слабое звено, и второе слабое звено — это Казахстан. Там применяются фактически очень интересные технологии. Вот недавно только казахские коллеги мне прислали, как активистки, девушки молодые совершенно, сбривают головы прямо на экране в знак протеста. Понимаете, это же совершенно как бы ясно технологии шарповские. Поэтому я думаю, что основными триггерными точками будет Кыргызстан, именно выборы президента, и Казахстан. Я думаю, что вот именно два направления очень опасны. В этом отношении Узбекистан, да и даже Таджикистан, Туркмения более стабильны. Поэтому я предлагаю как бы в этих рамках, в рамках вот этого, того, что мы можем оказаться внутри проекта, понимаете, мы должны проанализировать, как, скажем, борьба за Южный Кавказ, когда сталкиваются два геополитических проекта, и осмысление того, что происходит на Южном Кавказе, даст нам возможность как бы предвосхитить события и, скажем, предотвратить зародыши, то, что может разворачиваться в Центральной Азии, в частности в Кыргызстане, весной, март-апрель следующего года. Я думаю, что март-апрель следующего года будет очень горячим у нас, в первую очередь, в Кыргызстане, ну и вообще в Центральной Азии.